Так уж сложилось, что абхазская продукция на российском рынке пользуется большим спросом. Она экологически чистая и давно уже стала брендом. Именно поэтому в последнее время очень часто недобросовестные предприниматели, чтобы выгодно продать свой товар, используют этот бренд. Чаще всего это мед, различные джемы, компоты, мандарины, вино. Реже мясомолочные продукты. К примеру, недавно имел место случай, когда в городе Томске на ярмарке «Дары Абхазии» было изъято 182 килограмма некачественного мяса, якобы привезенного из Абхазии. Новость о том, что мясная продукция была просрочена, моментально разлетелась. Местные информагентства буквально кричали о том, что товар абхазского производства некачественный. В процессе разбирательства выяснилось, что ни один представитель Абхазии в этой ярмарке не участвовал. Более того, сертификат на такую продукцию Торгово-промышленной палаты Абхазии не выдавался. Торгово-промышленная палата подтверждает тот факт, что абхазские производители к этому не имеют никакого отношения, и сертификат происхождения, который подтверждает то, что продукция была произведена в Республике Абхазия, выдан не был. Компания «Дары Абхазии» работает с 2014 года, производит джемы и компоты исключительно из местных фруктов. За время своего существования фирма принимала участие во многих выставках и ярмарках, успела завоевать несколько золотых и серебряных медалей. Директор компании Ильдар Шохин отметил, что его фирма никогда не участвовала в Томской ярмарке. Более того, к реализации мясных продуктов она не имеет никакого отношения. Нас это очень сильно возмутило, так как мы никогда не занимались мясными продуктами. Отношения к этой выставке наша компания никакого не имеет. А на данный момент наше предприятие законсервировано, так что так как нет сейчас продукции, нету сырья, весной мы планируем начать опять свое производство. Это не единичный случай. Торгово-промышленная палата часто сталкивается с подобной проблемой. К примеру, такое же произошло ранее в Кирове, когда житель Сочи представил на одной из ярмарок товар, якобы произведенный в Абхазии. Но сертификата качества продукции и разрешения на участие в выставке Торгово-промышленной палаты Абхазии у него не оказалось. Более того, представленный товар был не самого лучшего качества. Правда, тогда этот случай не получил широкой огласки. Но все же имидж абхазской продукции был подпорчен. Абхазия работает на то, чтобы продукция была хорошего качества и была реализована не только на местном рынке, но пользовалась популярностью за пределами Республики Абхазия, и это, конечно, негативно сказывается на имидже Абхазии. Надеемся, что таких инцидентов будет меньше. Торгово-промышленная палата, дабы избежать негативных отзывов зарубежного покупателя, всеми силами пытается бороться с возникшей проблемой. Но контролировать всю продукцию, которая появляется на российских прилавках под абхазским брендом, не представляется возможным. Остается лишь надеяться на добросовестность российских предпринимателей и на то, что покупатели будут более внимательны в выборе товаров. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.